По надписям самых ранних захоронений, селу Тимясово Баймакского района более 1000 лет. Знаменито это старинное поселение бунтами XVIII века и тем, что из Тимясова начался автономный Башкортостан. Во время гражданской войны в Тимясово размещались башкирские войска Ахмедзаки Валидова. После того, как они перешли на сторону красных, Тимясово с марта 1919 года по июнь 1920 официально было столицей Башкирской автономной республики. Но из-за наступления войск Колчака правительство Большевкома с августа 1919 года фактически находилось в Саранске, затем перебралось в Стерлитамак, а потом в Уфу. Тимясово же с тех пор так или иначе в зоне пристального внимания. Первоначально село называлось Кайпкай, позже Тимяс, вероятно, в честь потомственного тархана Тимяса Иликаева. Село Тимясово расположено на реке Сакмаре. На его территории 5 мостов. Один из них отремонтировали в 2018 году, но чуть позже выявили дефекты и нарушения строительных норм. Дорожное полотно разбито, металлоконструкции повреждены коррозией, укрепления выполнены из старых строительных материалов, нет дорожных знаков. Глава Башкортостана Ради Хабиров в рамках рабочей поездки по Баймакскому району побывал и в селе Тимясово. Соответственно, через 2 года он потерял свои несущие и эксплуатационные свойства. Поплыл, да? Да, поплыли. Вплоть до того, что внизу брусья вот эти не были заменены. Когда опасность возникла, я его перекрыл. Экспертизу магнитогорской фирмы заказал, они сделали. Сейчас мы его отторговали и будем, этот подрядчик появился, будем ремонтировать. Что здесь будете делать? Заказчик здесь администрация? Это мы здесь, да. Так. Их мост там на выезде еще. Я понял. Ну а с этим деньги-то есть у вас? Заложены? Деньги, да, миллион бюджетных средств, 1 24 000 я уже отторговал. И когда начнете делать? Подрядчик на той неделе приступит. Уже на той? Да, приступит, да. А сейчас-то по нему ездите безопасно, нет? Ну, безопасно, мы косметический ремонт сделали, ограничения сделали и все. А сейчас, получается, будете это все разбирать, да? Разбирать, верхний настил убирать, внизу укрепление несущих конструкций, берегоукрепляющие вот эти откосы будем делать. Безобразно сделано, Да, конечно. безобразно. А претензионную работу ведете? Предприятие обанкротилось. Обанкротилось. Нет. И прокуратура занималась, и ВДшники. А ваш мост, получается, там... А вот это вот на въезде плохая такая ужасная дорога, это что будете делать с ней? Кто это? Это Значит, ваши или да, ваши? это наши. Значит, от заправки вот до сюда, то, что я сейчас Ради Фаридович говорил, 2 километра 200 метров, это наша дорога. Мы в рамках тех 50 миллионов его заасфальтируем. А в этом году не успеете? В этом году нет, наверное. Нет, да, что? Пока сейчас. На следующий год мы им еще деньги не дали, им пока торговаться, Ну, то есть все-таки на Сейчас следующий год, да? процедуру пока пройдем. И вот сюда ехали, первая часть дороги, она была такая. Там планы есть? Эта дорога... Потому что вот потом в какой-то момент, где заменили вот несколько лет назад. Магнитогорский, да. Но мы ее ежегодно ремонтируем. В этом году 3 километра 3 у нас. участка у нас. Дополнительно еще включено на 21-22 года. Методом профилирования сделали, срезали. В этом году вообще четко получилось. Вот это. Просто я говорю, вот когда мы выезжаем, вот едем буквально первая треть, наверное, дороги сюда, Да. вот там километров 12-15. А нельзя ее просто поставить фрезу и один раз сделать на 21 год? Запланируем. Найдете? Тогда оформите мое поручение. Это с какой тогда вот на выезде из Баймака дорога вся залатанная у вас Да, там? КУНТ. До Куянтау, Баймак, да? Куянтау, Сколько там километров? Километров 12. 12 Ну вот я говорю, вот километров, эта дорога. Ну, фрезу поставите и сделайте. То, что Тогда мы вы сейчас... заявку только активнее делайте, чтобы там вы не прозевали. А я потом с Марзаевым переговорю, чтобы Ну, там... это участок Ради Фаридович между Куянтаевым и Бекешем. То, что мы ехали с вами, прыгали, скажем так. Ну а это мы договорились, Да. это у вас делается. Это на следующий год сделаемся. Отторгуемся в этом году обязательно. Хорошо. Ладно. У вас еще там мост-то, да, один Вот будет? с той стороны, да. Сейчас Хорошо. там. Хорошо, ладно. Глава Башкортостана Ради Хабиров в рамках рабочей поездки по Баймакскому району отправляется дальше, в село Тимясово. Одна из проблем – здесь нет физкультурно-оздоровительного комплекса. ФОК нужен, причем с бассейном, чтобы была возможность заниматься спортом всесторонне. Алмахат. Алмахат. Якынрак келегез. Мына бір
Фикерим бары. Адегіз. Білешек. Так. Келесек ел келгені мында. Егеттер еткенлері фок юк деп еткенлері. Шылай бер. Адегіз, на шул хақында. Кто докладывает? Согласно заданию, физкультурно-оздоровительный комплекс, он состоит из 3 частей. Спортивный зал 36/18, волейбол, мини-футбол, гандбол, все вот эти бассейн, 4 дорожки, 4x25. 25 метров, да? 25. Классические 25 метров, 4 дорожки сделали. Тренажерный зал увеличенный, 13 тренажерный и борцовский зал, все в одном месте. И буфетная зона, и здесь уже раздевалки, душевые, вот в таком виде. Вот если посмотреть здесь, вот план, Мы где стоим? мы стоим вот здесь вот, и вот на берегу реки. Вот это здание, которое мы строим, здесь уже... А хоккейная коробка, если вот крытую делать, это дорого? Нет, тут просто вот так вот покрытие сделать сверху. Это шлах такой, я видел. Ну, посмотрим это, ладно. Это отдельно, да, Рифат? Если их объединять отдельно, нормативы все равно будут другими. Так, в какой стадии сейчас? Стадия такая же, вот все, вот этот эскиз У нас отработан. такой проект есть или нам нужно? Нет. То есть это проектировать надо будет? Также можем, вот как там, я Майке сказал. всё По то же короткому самое. пути. По короткому пути, да? Можем вот по такому пути. Сколько примерно денег? Здесь больше 200 будет, потому что с сетями здесь Тянуть надо будет сюда, да? тянуть надо, да. И Дотягивай, скажем. канализации здесь вообще же нету, то есть отдельно вот сети дают удорожание, скажем так. Стоимость такая, Хорошо. Когда техника первая зайдет сюда, чтобы я там этот понимал? все одинаково можем сделать. Одинаково, да? А проектирование параллельно будете вести? Разные институты. Разные институты, они все, здесь уже изыскатели выезжали, изыскание грунтов провели, посмотрели, грунты хорошие, можно сажать. То есть это вот одно из Отвечает. трех мест. Я сам лично отслеживал. Все, грунты это соответствует. Мы же приезжали, изыскание провели. 5 дней отработали. Да. Мы же предварительно все это посмотрели уже. Мы как бы бежим впереди уже. Барам шлай. Бір ел. Мына бір елді аны төзербіз. Алла бір шайы, алла бір шайы. Ноябрь айында уже строительдер ине. Мен әлі Баймақта болдық. Баймақта Ледовый дворец төзерге тоже башланық енді. Бір ел тоже сразу. Ну, меңе неме керек? Тренерлар керек. Тренер бола ма, жоқ му? Бола. Мен мында екі сертификат кетердім. Сельский тренер бар бет. 600 000 берем. Тренер тапсақыз бергіз менге, еме? Сразу. Ну, теге милли күреш ме, өзіңіз қарағыз неме бар. Так, все, не еме? Хорошо. Аңлашылды. Аңлашылды. Табасақыз, не ме? Конечно, табамыз. Или Уфадан кетірейін ме? Yok, Falan керек. gerekmey. Udebedekler көп против. Udebedekler var. Яран? Мен өткен ел келгенім, сұралар бар, неде сұралар бар? Эдегі заты? Радик Фариш, мен пенсионерка 40 ел эшләп чыктым производствоға. Шу мына хәзер бурысын килдем әле бүген специально. Безнең мына газ вопросы, газ юк безнең. Не, газ бар өтмеді. Акылларымда безнең газ юк. Мына үткәрмәләр. Проектный эшләсен. Без пенсионерларында Давайте так, ол дұрыс түгілінде мұнда газ болмағыз. Мына ол проектный эшлей, мына бұйылны проектный эшлер, еме? Язда, мына ер асылғанда сізді газына кіртірбіз, еме? Мен прямо yok, көз болып қалмай. Мен поручение... Yok, yazмағыз, яра, керек мен. Мына, язың ма? Шул ауыларға, шул неге, орамларға кетерге. Ақмола орамы біздің, тау башында мына. Құласа келгем, мына фокны асырға, и біздің орамға келерім. Ярай, вақытта. Менге оят болыр, сіздің алдасам. Ярай, рахмет. Бүте орамда газ бар, бізде газ жоқ. Яғына ихтибар еткеніңізге дұрыс рахмет. Мен тарих оқытушы Мусин Юлай Исмаилович. Біздің Зауралила елқысылық нақ өтішкен бітінде. Шоға... Олегна мына менен сельский час өткәрдім шул. Шоға мына біздің елқы тұтқан егеттер исіменен менге хәлге мәрәжат еттірге әйттілерін тәқдим еттілер. Шоға ұшы Темес регионында бір конный спортивный комплекс қарағыз ихтибар еттәген. Бұл егіттер айта бұлай не деп етейін. Бізді әгерді ошы бұлға, бұл сет яқтарға, ярыштарға үйрейдер. Проект әдер деп етелер. Ну, мұнан хоң енді, конечно. Но прям проект бар ма? Бар проект бар уже. Экспертиза білен ме? Экспертиза ма? Біз орынға бар уже. Көп метра?
Ул эштелгән 10 миллионга эштелгән уже. 10 миллионмы? 10 миллионлык проект. Проект үзе 10 миллион. 10 миллион. Проектны кем төлеген? Белмәймен. Бюджет. Бюджет. То есть бюджетный бармы. 100 миллион. 50 миллион. Шуға ихтибар итәгез мына. Аны дактан кем тотам? На содержать кем? Үзе егеттер. КФХ тоткан егеттер аттарынан үзе тота. 20 менен ашу ошо темес. КФХ бар. Сельсоветинде КФХлар бар икенде. Туризм үйрәндеккә бар. Хасан, не видел ли? Не видели? Туризм буенча уже. Уже прямо экспертиза бармы? Что, то есть готовы? Кайсы орында, мындамы? Уның урынында Но Теместе якынмы? Теместе деген Баймак ягына килгәндә урын иркен яхшы. Разные варианты есть. Төрле урындар. Ярыштар үткәреп тора озында. Түзүрне 2 елга бүлсәк, мына башлайбыз 21-се, бетәбез 22-се. Потому что 21-се елга акча вообще юк. Безнең икътисад Быелга хотя бы трассаны эшләп бирһәгез. быел түгел инде. 21-се быел түгел. 20 миллион трасса. Быел торттыра, 2 елга, 3 елга бер көтәргә риза. Дегез, мына шулай айтайык, мына 100 миллион бит инде. Мен мына киләсәк елга бер 30 миллион бюджеттан берәм. 30 миллион. Шул 30 миллионга неме булыр, шуны эшләрбез, яме? Калганын 22-се елга. Шулай айтайык, яме? Языгыз, яме? Наша это пропорция. Тогда посмотрите, тогда вот так. Здравствуйте, Радик Фаритович. Здравствуйте. Здравствуйте. По поводу экологии, вы, наверное, уже сегодня много наслышаны по 4 золотодобывающим карьерам. Близ Баймака, близ Тубинска. Тубинские ребята сплотились, вокруг деревни сплотились. Хотелось бы, чтобы карьеры не закрывали, а наши именно вот местные ребята им давали лицензии. Потому что безработица все-таки имеет место быть. И худо-бедно, но там ребята зарабатывали себе деньги. Поэтому вот эти проблемы еще не решена, поэтому, пожалуйста, обратите внимание это на вот эти карьеры. Сейчас я прошу. Вот эта вот деревня, где мы были, 4 карьеры, вот про это он... Да, совершенно верно. Там вот это вот Алтынюл. Да, Баймак и вот Тубинские. Значит, мы, смотрите, как сегодня там с жителями тоже переговорили. Значит, во-первых, вот то, что вокруг Кусия находится, я попрошу прокуратуру, чтобы она проверила выполнение лицензионных требований. На следующей неделе сюда приедет мой советник Яхташев Хамитов Россия Хазанов, да? Он как раз у меня советник сейчас по экологической безопасности. Он приедет, он пройдет все сам, проанализирует, что там, мне сделает рекомендации. Значит, вот то, что касается к деревне там на 100 метров подошло, это мы остановим. Да, это точно пускать не надо. По другим предприятиям у нас работал кирпичный завод. Вот тут он совсем рядом, конечно, доехать вам не получится. Прекрасное здание, все огорожено, все сделано. Есть сеймал сырье, просто нужно его по новой оснастить и запустить. Там работало около... Я сейчас прокомментирую. Кроме этого, у нас готовый стоит молокозавод. Его уже полностью, почти он готовый, его нужно тоже дооснастить. Там есть сторож, огороженный, законсервированный. Вот этот, давайте голову послушаем, я просто не знаю. Я прокомментирую, значит, что касается кирзавода. Она в свое время была как кирзавод, отдельный статус имел. Потом она его выкупила, ну, когда лихорадит начала, скажем так, выкупила его ПМК. ПМК наша Баймакская передвижная механизированная колонна. И с 2012 года она несколько процедур банкротства проходила. И сейчас у кого? Буквально в 2016 году она ликвидировалась. А здание-то кому принадлежит? Там же здание есть. Собственник ПМК. Ну, а ПМК кому принадлежит? ПМК частное лицо. У нас ПМК контакт есть? Есть. С этим частным есть. лицом? Вот сейчас Минстрой проедет, он лучше в этом понимает. Заводы разные бывают. Бывают заводы, которые лучше не лезть туда. Дело в том, что если завод не работает, и если в нем экономики не будет, мы его и поднимать не будем. Зачем мы поднимать, чтобы через год опять? Вот министр съездит, посмотрит, а потом уже будем вести диалог. Хорошо. Если там толк есть, если карьер есть, если сырье есть, да, значит, если кирпич, он конкурентный будет, может быть, действительно для Зауралья.
Вот министр поедет, прям сегодня пойдите, потом найдите. В принципе, наши объекты этим кирпичом застраиваются. Давайте вместе объединим. Мы даже можем из бюджета республики дать деньги кому-то для начала, да, какой-то займ сделаем, да, так беспроцентно, чтобы кто-то начал его там работать. Хорошо. Вот так для этого. Хорошо. А то, что касается, там поручение мне запишите тоже, вот поручение им, чтобы проанализировали, не с ними предложение. А по молочному, что за молочное? Молочное, значит, это программа государственно-частное партнерство. В 2012 году есть такой Айдашев Куспан, да, Куспан. Это частное, лицо, казах, заключили между правительством в 2012 году соглашение о сотрудничестве. Он вложил своих 50 миллионов, построил коробку молочного завода здесь, молокоприемный и пакетированное молока. Все встало. Потом мы выходили совместно с Минсельхозом на них. Попытка была, Лысов, по крайней мере, сопровождал этот вопрос. И они из-за отсутствия финансов эту программу... А он живой, этот казах? Живой, да. Здесь вообще? Не Башкирия, это точно. Вот его еще один проект в соседней деревне Бетеря. Там стоит полностью запущенный, уже работал, и вот сейчас законсервировали деревоперерабатывающий цех иностранный, там финский, по-моему. Прямо мы ездили, управляющий прямо крокодильями слезами плачет. Один он там и сторож, и все. Полностью вот сырое бревно привез с одной стороны, с другой стороны. С этим казахом не входили в контакт? Попытка была несколько раз, даже через Минсельхоза попытка была выйти, но мы его отыщем по-любому. Потому что... давайте, вы не отыщите, что да, и содержание, и дальнейшая судьба этих объектов не только нас всех беспокоит. Потому что уже готовое производство, почти готовое. Нужно запустить, и вот вам рабочие места, и вообще замечательно. Я на самом деле, нет, все, что вы говорите, это правильно. Мы это ФОКи вам построим, дороги я вам тоже сделаю. Мы договорились там потихонечку на следующий год еще побольше денег. А рабочие места все-таки это людям где-то работать надо. Спасибо. Не буду больше задерживать. Давайте задавайте вопросы. Спасибо. Приятно, когда власть слышит простых людей. Шулар бедин педиатр вопрос. Yok mu? Manda ambulatoriya бар бит? Бар. Анда iki табиб бар. Iki табиб dediler. Педиатр yok mu? Педиатр yok. Просто врач общей практики ме. Терапевтларында iki терапевт мамада. Бизге мына балалар ауырып кетсе, биз баймакка температура менен де биз баймакка жиберелер, потому что биз эшлеп йөрүбүз инде. Мына хуже. Касан табак. Через месяц будет. Мына белин как раз мына белин менин гунушкам окуп бүтүп кайтты. Азыр мына биргенге бара. Чим мына үдүбүзгө биргенге барган соң темеске кайтырыны. Педиатрия мына ординатура, интернатура битти. Еще бunda калмай. Калырга не биргенге не карайт. Yok, мына биздин программа бар. Мына сельский врач. Мына ауылга келген врачка 1 миллион берем. Yok mına şul kaytırın eğer de mına biriyen mına yever. Mına avuldan Бирем, анда награкса кырганардыр. Бир айдан тый. Бул менин иш түгел, анын иши. Табабы. Мен акса берем, жардам берем. Но в течение месяца мына пусть начнет работать. Ярам? Будет. А так поезжает сюда педиатр. У нас новый микрорайон, там абсолютно молодежь, детей много. Нам нужен газ и дорога. Хотя бы камень. Дорогу тоже даем, мы по 10 миллионов каждый год даем. Дорогу туда отсыпайте, да? Да? Все, то есть дорога будет, да. Ну, газ не спеша, ладно, газ не спеша. Пока вы строитесь, пока вы построитесь, пока еще это сделать. Но вы же еще не живете. Мусоркалар түгелер бит, отходтар. Үйдер яна шул ағастарды, кругляктарды баймаққа ташымайлар тәдір. Onun отдельный bir neme gerek onda? Мусорка. Чтобы yağıp отдельный база gerek. Biz отходтарды пажа категория, оларды баймақ себай алып кетіп бармайлар. Категория твердых коммунальных отходов такого стройматериала как бы не входит. Вот они говорят про отдельный полигон стройматериалов. Ни разу не приезжал. Мусорополигон мы закрыли, да. Меня штрафанули на 10 тысяч, мы закрыли. А хотя по дорожной карте мы должны были закрывать и культивацию сделать до 2024 года. Вопрос рекуператора. Да. Не приезжает. Мы у людей заявления берем, они пишут мне, вот чтобы машина подъехала. Я у них беру, но я остаюсь, конечно. А вообще, давайте с самого простого. Вывоз мусора сейчас регулярно осуществляется? Да. Там бытовой мусор, так, куда они что вывозите, да? Получается.
А вот это вот твердо бытовые, сейчас не готов сказать. Строительный мусор, скажем так. Там Экоси Беляеву надо вопрос, пусть разберется. Илик закон контора болды бит ауылдарда. Әле де бар. Мына шундай база иштер керек, чтобы киши итин да, немехин да, картабын да, кишинин да сдавайтерге бір орында аптоид ценама алып дальше. Шолук магнитка немелерге киши сдавайтеме шуну. Шуну менен болушу керек. Иликтен бара. Әле теге баш потреб бар бит инде, баш потреб сел. Ул эшләмәй, юнет эшләмәй. Сездә вообще юк шикелле ул. Шуңа бер биш база керек. Ну как завод службы юк. Завод службы. Илик иштәнләр, илик мен агайдар иштән шуннан беләм. Улар картошка закупали, городка китте, орнына аксага. Мына ит буенса, Баймакта бүгін филештик. Анда асабыз, теге забой була и переработка. Переработка керекме? Астына колбаса моря, кеше бару алмай. Ну дөрес бит инде, ул дөрес әйтәм. Ну шулык татарлар килеп моннан үгетләрне еп апарып, Мәскәүгә апарып хаталар. Шулык эшләргә булмай. Шуңа без уйлайбыз, мындан без алабыз. И монда переработка ясайбыз. Монда була. Бай ничек яшәйсегез? Авырмы? Бер ел. Мына шул бит инде, мына үпкәләмәгез. Мына коронавирус килде бит инде. 5-6 ай коронавирус белән булаштык. Тоже правильно. Мин риза. Надо беречь друг друга обязательно. Бересегез. Помогать. Чтоб помощь была. Тогда больница турасында өлештекме? Яра? Мына бер айдан соң келер. Юл булды, газ була. Юл булды, юлда торговали. Фок бассейнмен була. Кау төшергә. Мин бер 2 айдан соң монда келермен тагы. Өлешебез әле, яме? Обязательно. Алыктан теге якка барамын. Обязательно. Я вам этот микрорайон покажу. Очень красивый микрорайон. Яра. От имени Тимясовцев хотели поблагодарить. 10 лет ждали. Оздоровительный центр ушунда, физкультурный. И шундай инициатива нравится. От души искренне благодарны вам, во-первых, конечно, руководству района, всем, сельской администрации, для здоровья населения, вообще для понятия морального духа бекейвет, потому что бедный халк энергичный. Энергия на агрессия. Энергия на агрессия. И поэтому правильно направить, наверное, физкультуру им нужна и спорт. Что дуже рахмет. Ради Харич, у меня сейчас, как главы, у меня есть такое обращение к вам. Вот у нас есть административное здание. Отсюда, конечно, не видно, двухэтажное. Я видел его, где мечеть, да? Он у меня просто историческое здание. Ремонт Карагин. Вот никак. Это бывшее здание педучилища? Он у меня крыша протекает. Ну сколько, ну вот посчитали, сколько нужно? Не считали. Ну посчитайте, тогда скажи. Там ну миллион, там, я не знаю, сколько надо. Ну немного, да? Раиф Рамазанович посмотрел, он все это видел. Пометишь. Ради Фариш, анангасында почтала утро, Сбербанк. Договорились, ремонт сделаем, ладно? Но в этот сезон мы уже не успеем. Там, наверное, проект не нужен, на следующий сезон сделаем. Рахмат. Ауыл халқы есімінен тезге дур рахмат. Тезге рахмат. Көрешеміз, яйлап ішлеріңізден. Так держать надо. Вообще, ешігіт яқшы бара отличный. Рахмат. Ослабляться не надо. Мен де кешевет, менің де недостатоклар бар. Но яйлап ішлер. Ослабляться не надо. Жоқ. Қабылыңыз. Мотор тап қалағыз, яны? Ауырмағыз. Қабылыңыз. Еще один мост через реку Сакмару в селе Тимясово Баймакского района и тоже в плачевном состоянии. Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом объекте. Конструктивная несущая способность не утеряна. Вот это размыв, она уход вот этих вот это только, да? Да, и с той стороны. Но тут, наверное, небольшой объем денег, да?
порядка 15 миллионов всё. пока оцениваем. Ну, поставьте, сделайте, да, да, чтобы безобразие этого не было. Тротуары, проезжая часть, Ага. температурные швы, барьерное ограждение. Такое. А это почему так получилось? Это тоже некачественная работа? Почему сползло? Мост 99-го года. А, постройки. 99-го. Поток тоже довольно-таки серьезный. Там вообще вот здесь вот Баймакский район посмотрим и Хайбулинский, наверное, район. Но Баймакский особо посмотрите. Я Марзай уже скажу, собирайтесь. Я вас сюда, наверное, вы там коллегию даже здесь проведите, потому что на 21 год особо не получится, но, по крайней мере, по максимуму дадим на 21 год, дадим на проектирование в 21-м, чтобы в 22 году так прям капитально навели здесь порядок по дорогам. Принято. Ладно? Хорошо. Тогда сделайте так. Хорошо. Вот, спасибо. Ладно? Можно? Давай. Рад Фрич, как поездка в Баймакский район? Такая хорошая, насыщенная поездка. Вот, знаете, как мы же тоже, вот как дети в школу пришли, я у детей спрашиваю, соскучились по учителям, и учителей спрашивают, мы же, получается, 5 месяцев сидели в кабинетах своих. Мне кажется, у вас больше всего встреч было во время этой поездки. Да, потому что и люди, во-первых, люди ждут от нас каких-то живого разговора и живых решений. Они нас тоже давно не видели, я их давно не видел. А если с людьми не разговаривать, не понимать, что они на самом деле хотят. Поэтому вот главное для меня сегодня было просто окунуться, посмотреть, не столько... Да, мы действительно привезли с хорошими такими, ну, скажем, решениями в Баймак приехали. Мы 2 крупных объекта закладываем, вот практически решили, место определили. Это Ледовый дворец, это ФОК в Тимясово. По дорогам здесь вот какие-то решения будем принимать. Но самое главное, вот понять, вот, ну, как люди живут. Понимаете, иногда мы там строим ФОКи, там еще что-то делаем, а людей, может, совсем не это волнует. А людей, видите, бабушки говорят, справедливость, чтобы была, чтобы рабочие места были и так далее. Тут все так непросто, скажем так, поэтому с людьми надо разговаривать. Спасибо.